Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Валерый Малашка з працоўным візітам наведаў Шклоўскі раён. Тут ён сустрэўся з педагагічным актывам раёна і правёў асабісты прыём грамадзян і прамую тэлефонную лінію. Рабочая сустрэча Валерыя Анатольевича пачалася ў актавай зале гімназіі. Тут сабраліся педагогі устаноў адукацыі нашага горада. Сустрэча пачалася з віншавання настаўнікаў з заканчэннем навучальнага года. Затым Валерый Малашка расказаў аб палітычнай абстаноўцы ў свеце і нашай краіне, а таксама спыніўся на пытаннях развіцця унутранай палітыкі дзяржавы і адзначыў, што нягледзячы на жорсткія санкцыйныя націскі, наша краіна прадаўжае спакойна жыць і паспяхова развівацца. Акрамя гэтага, Валерый Анатольевич расказаў педагогам аб некаторых законапраектах, над якімі працягваецца праца ў Палаце прадстаўнікоў. Адзначым, што сустрэча прайшла ў давернай атмасферы. Встреча показала, что наши люди достаточно активны. И в первую очередь они, конечно, хотят знать, что в международной повестке, как дальше будем жить и реагировать на те вызовы, которые, к сожалению, испытывает наша страна, наш регион в том числе. И, конечно же, что мы выносим из этих встреч? Не просто настроение, но самое главное – практические предложения для того, чтобы и выстраивать и законодательные акты в верном, соответствующем времени русле. И, конечно же, влиять на ряд и политических решений, которые будут приниматься в нашем государстве, которые будут сверены, в первую очередь, с мнением людей, вот в таких, живущих в таких небольших регионах, людей, живущих своей обычной, нормальной, хорошей жизнью. И я очень рад, что сегодня многие сказали о том, что им нравится их город, что им хорошо жить в этом городе. Они хотели бы, чтобы и дети оставались здесь. На мой взгляд, это ключевое в настроении. Но есть и региональные проблемы, которые они хотели бы, чтобы решались, может быть, немножко быстрее, в лучшем качестве. Вот. Ну и самое главное, понимали, что сегодня те решения, которые принимаются на уровне парламента нашей страны, те законодательные акты, которые принимаются, они будут влиять и на их профессию, на работу в этой профессии. Во всяком случае, сейчас это были педагоги, поэтому, понятно, их волновали нормы декрета 18-го, которые сегодня имплементируются в законодательные акты, которые они должны будут и выполнять, с одной стороны, а с другой стороны, они будут способствовать иным субъектам профилактики в работе, и это тоже в целом будет тоже влиять позитивно на ситуацию. Закон о ветеранах, в конце концов, это не только ветераны войн, не только участники боевых действий, а мы сегодня говорим о теме ветерана труда, то есть человека труда, который всю жизнь, вот это ключевое, проработал в профессии, либо трудился на благо общества и должен за это звание и хочет за это звание получить определенные преференции от государства. Поэтому вот эта тема, она тоже вызвала достаточно бурную дискуссию. Оно и в парламенте сегодня дискутируемо. Поэтому понятно, что мы так подбираемся к верному решению через вот этот общественный дискурс. Нам сегодня нужно понимать, что декрет номер 3 тоже уйдет в небытие, и поэтому сегодня готовится новый нормативный акт, который тоже внесет изменения в целый ряд законодательных актов и будет способствовать тому, чтобы мотивировать людей все-таки активно участвовать в трудовой деятельности, носить свой, в том числе и финансовый вклад в нашу социальную копилку, из которой мы финансируем и здравоохранение, и образование, и те преференции, дотации для территории. Працягнулася працоўная сустрэча правядзеннем асабістага прыёму грамадзян і прамой тэлефоннай лініі ў Шклоўскім райвыканкаме. Па дапамогу ў вырашэнні пытанняў да дэпутата звярнуліся 3 грамадзян. Іх хвалявалі пытанні жыллёва-камунальнай тэматыкі і бяспекі дарожнага руху. Усе пытанні ўзятыя на кантроль ва ўсталяванай заканадаўствам тэрміны, заяўнікі атрымаюць на іх пісьмовыя адказы.